Добрый вечер, уважаемые друзья, дорогие гости. Сегодня мы рады приветствовать вас на торжественном открытии выставки «У матерей. Святая должность в мире», посвященной празднику самого главного, самого дорогого человека для каждого из нас – маме. Накануне праздника, который состоится в воскресенье, Дня Матери в России, я хочу от имени всего коллектива Национальной библиотеки в Удмуртии поздравить вас, всех присутствующих здесь, с этим праздником и пожелать вам всего самого лучшего, что существует в этом мире. Конечно, мирного неба над головой, спокойствия в семье, благополучия, счастья, добра, удачи вашим детям, уже большим и только-только подрастающим, и, может быть, только тем, кто вчера или сегодня появился на этот свет. Счастья, добра, мира, чтобы всегда над нами было яркое солнце. К сожалению, в той суете, в которой мы, каждый из присутствующих, находимся, решаем какие-то бытовые, государственные, ежедневные проблемы. И очень редко вспоминаем о тех вещах вечных, касающихся каждого из нас присутствующих. И это происходит не так часто, к сожалению, к великому. Вот сегодня я посмотрел эту картинку, и я тоже пришел к мысли той, что это и вы, наверное, когда размышляете, когда в жизни бывают какие-то случаи, когда начинаешь анализировать свою жизнь, откуда ты появился, благодаря чему ты вырос и благодаря кому, чего ты стоишь в этой жизни, о месте в твоем личном судьбе общества, отечества, может быть, семьи. Всегда приходишь к мысли к той, что очень редко мы, к сожалению, очень редко при жизни умеем благодарить своих родителей. У меня уже 22 года нет матери, и вот я сегодня увидел, и вот кинолентой в мое сознание проскочило то, что я тоже, наверное, неблагодарный сын. Хотя, с другой стороны, я прихожу в церковь, и вот откровенно я очень редко об этих вещах говорю. И я, когда выхожу после церкви, я считаю себя, какое-то чувство выполненного долга, такое ощущение появляется, потому что я понимаю, что при жизни, наверное, я своей матери, как и большинство из вас, наверное, когда анализируете парней, наверное, это больше доставлял каких-то минут или секунд беспокойства своей матери. Даже те слова, которые я пятый ребенок в семье, единственный сын, я последний ребенок в семье, когда я уже взрослым был, уже первым секретарем райкома комсомола работал, в то время эта мать мне сказала: я человек был такой живой и суетной, может, в чем-то. Она один раз мне сказала, что у меня головной боли за тебя одного больше, чем за всех сестер. И вот те слова, которые она тогда мне сказала, наверное, горяча, наверное, эмоции были. Потому что я думаю, что поводы для гордости тоже были для матери. Но вот те ее слова, они остались на всю жизнь. И когда действительно я прихожу в церковь, и в субботу мы были здесь, прошлую, и я понимаю, что некий, долю, наверное, единицы процентов, которые, той ответственности, той благодарности, которую я не смог донести, когда она была жива, я компенсирую. Может, я обманываю себя, возможно. А вот такие моменты в жизни, они, наверное, у большинства из нас не присутствуют. И я очень благодарю вас, уважаемая мама, большинство мам. Очень хочется душевно, и слова сложно подобрать, высказать слова благодарности от имени руководства республики, от имени главы, от правительства Удмуртской республики, вот за ту ответственность, которую вы несли, несете, теперь, наверное, уже большинство за своих
правнуков. Это тоже из одной оперы, мне кажется, ответственность и материнство, там и более такие дальние эмоции идут и отношения со своими внуками и правнуками. Я хочу поблагодарить и, наверное, извиниться за нас, за детей, да? Хотя я сам уже сегодня отец, и когда воспитываешь ребенка, всегда тоже анализируешь и делаешь выводы. Вот мы были другие, а ты другая растешь, вот неблагодарна, мы все делаем все для тебя. Вот на этом этапе это, наверное, так и происходит. Но проходит какое-то время, я уверен, что наши с вами дети и внуки, они тоже, в принципе, дойдут до моих слов, которые я в самом начале высказал. И, наверное, вот в этом и заключается прелесть нашей и важность того, что поколения новые вырастают, но вечные, общепринятые и самые главные слова, чувства, отношения, они остаются. И отношения в первую очередь к нашим матерям, к вам. Поэтому я хочу поблагодарить, во-первых, вас, отец Роман, за то, что вы не первый раз наше учреждение уже принимаете в этом храме. Хочу поблагодарить организаторов, потому что действительно вот та атмосфера, в которой мы сегодня находимся, она усиливает те эмоции, которые, наверное, по-другому вы ощущались в обычном доме культуры или в библиотеке. Поэтому не так долго будет идти в этом храме эта выставка, но эмоции, которые мы сегодня получаем, и отношения к матерям в первую очередь, так или иначе этот шлейф у нас, я думаю, что надолго хватит, чтобы действительно возвращаться и научиться благодарить наших мам. Спасибо вам. Я поздравляю всех вас с этим замечательным праздником. Хочу пожелать, чтобы было у вас здоровье, чтобы наши дети, внуки, правнуки, наши родственники нас только радовали и не давали поводов для беспокойства. Здоровья вам, с праздником, дорогие друзья! Владимир Михайлович совершенно правильно сказал. Одно дело, когда выставки проводят в обычном интерьере, то есть где-то в библиотеке, в каких-то научных кабинетах и так далее. А другое дело, когда интерьер вот именно храма, рядом со святыми иконами, с иконостасом, лежат книги, которые тоже имеют свою большую духовную силу. Так ведь? Потому что вот на самом деле, вот тематика День матери.
День матери в России. Ну, мы знаем, что вот у нас в календаре есть памятные дни, посвященные матери. Ну, традиционно с советских времен 8 марта Международный женский день. Но спасибо там Кларе и Розе, что подарили вот этот день, иначе бы просто женщин просто не поздравляли. День жен-мироносец, да? Православный женский день получается. И вот этот самый новый праздник, День матери. Что такое мать в нашей жизни? Вот совершенно правильно сказал Владимир Михайлович, да? Вот мы начинаем ценить наших близких, тех людей, которые отдали нам всю жизнь, заботу, слишком поздно, когда мы их теряем. Получается на самом деле так, потому что когда мама, папа все живы, да, мы это как бы не замечаем, не ценим, они вот спокойно дарят свое добро, здоровье, время, помогают нам советом, деньгами, какими-то другими там вещами и прочее. И это вроде как данное, и мы это принимаем просто вот элементарно, как вот нам положили чашку супа, мы его едим, это все правильно, не просто обязаны делать, потому что они наши родители. А взамен в ответ что? Ну да, мама, я буду послушной, да, я вот тебя люблю, я тебя уважаю, вот такие вот обычные фразы и все. А потом приходит время, и оказывается, что все уже поздно. Я тоже потерял свою маму несколько лет тому назад, да. И это, знаете, вот это потрясение было не сразу, конечно, я понял, что пусто стало как-то жить на белом свете, кого-то не хватает, кто-то не будет к тебе приставать, как маленькому, да, хотя мне уже там 50 лет, там и прочее, да, который не будет давать наставления и так далее. Ну вот на самом деле пустота настала. И вот она всегда говорила, вот она была настоящая верующая, и всегда говорила, читай Евангелие, ходи в церковь, спасение только в церкви там, и так далее. Она была настоящий верующий человек. И вот когда она скончалась, это было так промыслительно, мы успели попрощаться, она, к сожалению, от рака умерла. Вот, я потом целую ночь вот с отцом Михаилом сидели, значит, вместе в псалтырь читали, конечно, да, но это вот на самом деле его последний долг. И сейчас вот, когда на кладбище приходишь, да, первые слова «мама, прости». Она сверху где-то там наблюдает. Но я думаю, большинство родителей точно так же рядом или там наверху смотрят, а как там детки, а как там внуки, правильно вы живете, хорошо ли вы одеты, хорошо ли вы кушаете, понимаете? Вот эти вещи, конечно, надо ценить. И потом вот это еще начинаешь осознавать, когда у тебя тоже появляются твои дети. И ты уже понимаешь, что да, у тебя уже как бы другое качество, и вот ты постараешься отдавать им то, что давали тебе твои родители. А потом, когда появляются внуки, эта любовь возрастает вдвойне, понимаете? И еще вот очень важный момент. Вот Священное Писание ведь тоже нас многому учит, да? Вот даже с первой страниц книги Бытия, когда появились первые люди на земле, Адам и Ева, первая семья. И у этой первой жены Евы появились дети Каин и Авель. Они тоже были маленькими детьми, она не знала, как сложится их судьба и так далее, да? Вот это было начало времен. А потом сколько прекрасных женщин, сколько прекрасных матерей по этой священной книге пришли до того момента, когда простая еврейская девушка Мария родила Спасителя. И вот, пожалуйста, прекрасный образ, совершенно замечательная заставка. Это Мать-Земля и Мать Небесная, Богоматерь, понимаете? И вот она тоже отдала свои силы, она понимала, что у нее великая миссия, но в то же время она вскормила ребенка, понимаете? Ей было без разницы, что он спаситель мира. Это было его любимое дитя. И когда любимое дитя потом ушел на смерть, это, конечно, было огромное потрясение. И вот этот образ матери с младенцем на руках, святой, он, конечно, зашел в иконы и во все замечательные произведения искусства. И мы видим, как какое-то огромное многообразие. Великие художники воспевали Мадонну, мать с младенцем на руках. И в России, и в других странах. Это просто замечательно. И еще очень важно, женщина, мать всегда вдохновляла и поэтов, писателей, и художников. И вот я вот посмотрел, на самом деле, вот тут хрестоматийно совершенно книги, которые описывают, значит, вот эту роль матери. Но мне вот почему-то, знаете, вспомнилось стихотворение, я вот не помню, какого автора, да, это, ну, типа баллады какой-то, значит, молодой парень влюбился в девчонку, вот, а девчонка была такая гордая, и она ему сказала, если ты меня любишь, принеси мне сердце своей матери. Ну, помните, наверное, да, это стихотворение, да? И он вот просто ослепленный вот этой самой плотской любовью, он пошел, убил свою мать, достал ей сердце, и бегом побежал к этой девчонке, а по дороге споткнулся, и дальше, помните, да? А сердце сказала, не ушибся, сынок. И вот на самом деле,
наши мамы нас сопровождают по жизни. И зримо или незримо спрашивают: не ушибся, сынок, дочка, хорошо ли тебе в этом мире, комфортно ли, правильно ты живешь? А мы на эти вопросы должны дать ответы. Поэтому дай Бог всем матерям здоровья. На самом деле большой день, День матери. И пока на самом деле вот мы уважаем наших матерей, есть у нас спасение. С годами став взрослее, в чувствах строже, вдруг сердцем начинаешь понимать: нет человека ближе и дороже, чем женщина, которой имя мать. Слово «мама» самое прекрасное на земле. На всех языках мира оно звучит одинаково нежно. Как и много веков назад, сегодня мамы бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравственности. Быть матерью – это большое счастье и большая обязанность. С рождением малыша у матерей появляется много обязанностей, но в то же время им нужна поддержка близких, поддержка государства. 18 лет назад, когда этот праздник был утвержден в России, День матери, государство сказало о том, что материнство и детство являются важнейшими социальными ценностями. И как бы это ни звучало привычно или, может быть, даже банально, но так было не всегда. В истории нашей страны у нас было время, когда, например, на заре страны Советов у нас был великий ученый, экономист Струмилин, который создал свою концепцию воспитания бойца, солдата мировой революции, когда женщине отводилась роль, функция рождения детей. В дальнейшем ребенок изымался из семьи, воспитывался в яслях, в детских садах, школах, училищах и так далее, в вузах. Но сама эта идея воспитания, она не являлась абсурдной. Так воспитывалась элита, так воспитывались в некоторых обществах, если мы вспомним Спарту, молодое поколение. Но, тем не менее, основная идея была вырвать из семьи с корнями ребенка и вот, современным языком, если говоря, отформатировать, переформатировать его сознание и сделать бойцом революции. Но, тем не менее, задача оказалась непосильной даже для тоталитарного государства. И первый начальный этап войны с гитлеровским Третьим рейхом показал, что люди готовы сражаться, готовы погибать не столько за идеалы государства, сколько за простые ценности: семью, дом, землю, на которой живет. И, между прочим, Сталин прочувствовал это, отсюда его обращение братья и сестры, отсюда его апелляция к важнейшим истинным человеческим ценностям. Но это не единственный пример. У нас был величайший ученый Вавилов, который своей генетикой поставил крест на идее воспитания нового человека, потому что доказал, что 60-70% поведения человека зависит от его генов. В Америке даже проводились эксперименты, когда детей преступников изымали из семьи, отдавали добропорядочным гражданам на воспитание. Ничего хорошего из этого не вышло, потому что по прошествии какого-то времени эти дети начинали совершать преступления, правонарушения и так далее. То есть сейчас, признавая роль матери в воспитании человека, она неоспорима и признается и государством, и обществом. Сущность материнской любви, наверное, можно сказать двумя словами: забота и ответственность. Недаром в названии сегодняшней выставки звучат прекрасные строки из стихотворения «У матерей святая должность в мире молиться за дарованных детей». И я думаю, что вот было сказано, что мы очень поздно отдаем дань своим родителям, своей маме. Ну, я думаю, что вот где-то я прочитала, что человек отдает долг своим родителям, своим детям. То
наши дети отдадут нам долг, воспитывая своих детей. Поэтому я думаю, тут все как бы в этой жизни взаимосвязано. Поэтому я вам хочу пожелать, чтобы вы всегда были окружены вниманием. Вниманием не только близких, родных, но и вниманием государства. Я желаю вам здоровья, вам, вашим близким. Я желаю, чтобы вот в такое непростое время, я считаю, что мы живем в эпоху жесточайшего кризиса семейных ценностей. Институт семьи у нас находится под угрозой. Но чем чаще мы будем обращаться к образу матери, чем чаще наши художники, наши поэты и писатели, средства массовой информации будут говорить о роли матери, о роли семьи в воспитании человека, тем мы, наверное, быстрее преодолеем этот кризис, и тем быстрее наша, наверное, Россия, может быть, своим лозунгом, своей национальной идеей провозгласит сохранение института семьи. Поэтому я вас поздравляю с праздником и желаю вам счастья, здоровья, и чтобы ваши дети, внуки, правнуки вас радовали и дарили счастье. Мы действительно собрались здесь, в этом прекрасном храме, и вот этот нижний храм, он особо свят именно для женщин и для матерей. Этот храм назван в честь веры, надежды, любови и матери Софии. Вот здесь их прекрасная икона с правой стороны, на самом почитаемом месте. Это крепкая семья. Мы помним, как они пострадали в первые века христианства. Когда матери Святой Софии говорили «отрекись от Христа», но она, конечно, не отреклась, тогда решили обратиться к самому святому, что есть у матери, к ее детям. Стали мучить и умертвлять ее детей. Это вера, надежда и любовь. Мы также здесь их с вами видим на иконе. Но эта святая мать, святая София, своей молитвой к Богу и своими словами утешения укрепляла своих детей, которые терпели те злостные страдания, которые им причиняли. И вот поэтому это место, оно особое, святое, особенно для вас, дорогие мамы, женщины. Мы также здесь служим молебен каждый месяц, каждое 9 число в 6 часов вечера. Здесь служится молебен для будущих и беременных мам. Здесь есть икона Божьей Матери, помощница в родах. Здесь в алтаре у нас хранится особая святыня, икона святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских с их мощами. И вот священник здесь тоже присутствует, отец Владимир. Он каждое 8 число вечером служит этот акафист о семье, а на следующий день, 9 числа, как символ 9-месячного воспитания в утробе женской, каждое 9 число месяца мы служим здесь вот этот особый молебен для будущих мам. И, конечно, для нас, для всех образ матери – это образ Пресвятой Владычицы Богородицы. Мы с вами знаем, как она страдала, хотя и не показывала своим видом, как настоящая мать, как в Священном Писании говорится, что оружие ее прошло ее душу и ее сердце, как она страдала при виде страданий, тех неимоверных страданий, которые принес за весь мир Господь наш Иисус Христос. И поэтому теперь Церковь Православная украшена многими различными чудотворными иконами Божией Матери. И, наверное, всем нам, и особенно вам, дорогие женщины, конечно, нужно брать пример с Пресвятой Богородицы, с ее смирения, с ее кротости, и вот поучаться ее делам в воспитании своих детей. И сегодня, поздравляя вас с этим прекрасным праздником, я желаю вам всем доброго здоровья, душевного спасения и, конечно же, покрова Царицы Небесной над всеми вами. С праздником!
еще хотелось бы сказать, обращаясь вот здесь к нашим стендам, которые с правой стороны от вас, что в эти особые дни Владимир Михайлович говорил, что он присутствовал у нас на празднике, на престольном празднике этого храма 21 ноября архистратига Михаила. И вот как раз в эти дни проходит всероссийская акция, посвященная Михайловским дням. Акция, на которой собираются подписи в защиту нерожденных детей. Мы с вами знаем, и как сегодня говорилось, что институт семьи терпит различные бедствия, и, конечно, рождаемость в нашей с вами дорогой Родине тоже страдает. И поэтому и Святейший Патриарх, и многие люди, общественные деятели обращаются сегодня к населению, чтобы мы выступали в защиту нерожденных детей. Поэтому, кто из вас неравнодушен к этой проблеме, сегодня после нашего мероприятия здесь будут собираться подписи, которые вы можете оставить здесь, и тем самым мы можем повлиять вот на ту сложную, сложившуюся с абортами ситуацию в нашей стране. Еще раз благодарю всех вас за внимание. Выхожу я в поле под снегом, вижу, едешь на коне верхом, на горячем вороном коне, подъезжаешь прямиком ко мне. На горячем вороном коне подъезжаешь прямиком ко мне. Соскочив с коня ко мне идешь, крепко меня за руку берешь. Как зовут, красавица, тебя? Выйди, выйди замуж за меня. Выйди, выйди замуж за меня. Выйду замуж за тебя, станем жить друг друга мы любя. А сейчас веди коня во двор, будет с моим папой разговор. А сейчас веди коня во двор, будет с моим папой разговор. будет моя матушка рыдать, Будет замуж дочь не отпускать, но в душе моей горит огонь, все сомнения их растопит он. Но в душе моей горит огонь, все сомнения их растопит он. Так идем с тобой плечу к плечу, солнце греет нас своим лучом, все цветочки кланяются нам по дороге в небесный храм. Все цветочки кланяются нам по дороге в небесный храм. о небесный дом. По небесный. Прошло 10 лет. Что ты, уже 12? Да, согласен. Больше я не выйду босиком, У меня детишек полон дом, в общем-то счастливая семья. муж и дети посередке я. В общем-то счастливая семья. Муж и дети посередке. Мама. Мы с вами немножко поговорим об искусстве сейчас. Поговорим и о мировом искусстве, и о удмуртской живописи. Первый слайд, пожалуйста. Вы, наверное, все узнали, это знаменитая Мадонна Гетта, она хранится
Автором ее является Леонардо да Винчи. Это вот такой классический образ Мадонны, Богоматери, вообще образ Мадонны, образ матери. Он идет, в общем-то, такой красной линией через все изобразительное искусство. Это небольшая картина, но она очень выразительная. Она написана в такой технике сфумата Леонардо, хотя небольшого размера, но вот эта любовь матери к ребенку, она здесь передана чрезвычайно хорошо, хотя считается, что малыш выполнен не Леонардо, а одним из его учеников. Ну, возможно, следующим. Еще один шедевр мирового искусства, это он хранится в Дрезденской картинной галерее, знаменитая Сикстинская Мадонна, классическая композиция треугольника, Богоматери Дигитри. Если перед этим было такое млекопитательница, да, здесь вот тип, хотя не православный, да, но вот исходя из типа Адигитри, путеводительницы, она изображена здесь, вы видите, в полный рост. С одной стороны, это Папа Сикст. Ну, вот, многие думают, что у него 6 пальцев. На самом деле нет, это просто таким образом расположена ладонь. И с другой стороны, Святая Варвара. Считается одна из версий, что Мадонна была написана с натуры, это была возлюбленная Рафаэля, а Папа Сикст это никто иной, как сам Юрий II. И Святая Варвара это племянница Юрия II. Ну и, наконец, знаменитые ангелочки, они сейчас практически стали китчем, они везде используются, даже в парфюмерной промышленности можно увидеть изображение вот этих двух ангелочков. Можно следующую. Еще одна очень такая трагическая тема, тема оплакивания. Это знаменитая пьета. Пьета в переводе обозначает милосердие. Автором является Микеланджело. Микеланджело создал эту скульптуру, когда ему было всего 24 года. Размер ее где-то 1,74 м, и он работал над ней около 2 лет. Вот, в общем-то, такого великолепия формы он здесь добился, совершенства, можно сказать. Более так, он, в общем-то, работал уже более обобщенно в скульптуре после этого. Здесь противопоставление женского и мужского, горизонтального и вертикального. Кроме того, одна из версий такова, что Мадонна это никто иная, как его мама. Дело в том, что когда художнику было всего 6 лет, мама умерла, она была молодая и прекрасна, и вот такой запомнил он ее. Часто критики говорят, что как же может так случиться, что мама вот такого же возраста, как его сын, а на самом деле вот это тоже прообраз его матери. То есть мы можем наблюдать и в живописи изображения матери, да, и в скульптуре круглой, и в графике. И вот мы с вами сможем еще убедиться на других слайдах. Ну, давайте дальше. Тоже вы, наверное, знаете, это знаменитый шедевр великого Рембрандта, художник-реалист 17 века, это его первая жена Саския ван Эйленбург. Здесь она изображена беременной, она счастлива, ждет ребенка, да, и тоже является будущей мамой. У Рембрандта была великолепная коллекция костюмов, и вот как раз она представлена здесь в костюме Флоры. Давайте дальше. Сейчас мы переходим уже к русскому классическому искусству. Карл Брюллов, автор этого парадного портрета. Портрет великой княжны Елены Павловны со своей дочерью Марией. Дочь Мария являлась старшей дочерью, а великая княжна Мария Павловна – это супруга Михаила Павловича, сына Павла I. Она являлась покровительницей искусств. И вот когда однажды она приехала в Ватикан, в то время там находился художник Карл Брюллов, он был тогда совсем молод, ему не было еще и 30, он встретил Елену Павловну, его поразили ее манеры, и вот он долго работал над ее портретом, около 2 лет, в конце концов создал такой достаточно совершенный классический портрет, который является образцом раннего Брюллова. Давайте дальше. Это
тоже Карл Брюлов, здесь уже графическая работа. Изображение княгини Елизаветы Николаевны с двумя своими дочерьми, выполненные в технике акварели. Давайте дальше. Что касается мирового искусства XIX века, может быть, вы узнали работу известного художника, импрессиониста Агюста Ренуара. Называется она «Молодая мать». Вот выполнена в такой простой технике, импрессионистической, очень живо. Вообще художник Ренуар, он один из жизнелюбивых художников. Он создал много замечательных, великолепных портретов, и вот это вот один из них. Можно дальше. Пабло Пикассо, то есть даже Пикассо, тоже в его творчестве тоже можно встретить образ матери. Вот этот образ относится к раннему Пикассо, 1905 год, так называемый розовый период. Кормящая молодая женщина изображена здесь. И впоследствии, ну, как известно, у Пикассо было много жен, и от каждой из них практически были дети. У него, когда одна из жен рожала, снова вот эта вот тема материнства вставала перед ним, и совершенно разные портреты. Вы знаете, что Пикассо был также основателем такого направления, как кубизм, портреты в технике кубизма, например, и других направлений, в которых работал художник, тоже мы можем увидеть у него. Давайте дальше. Теперь мы с вами переходим к русской живописи. Это русская живопись уже начала 20 века, 1920 год, очень сложное время. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Называется картина 1918 Петербург, Петроград, но она прозвана «Петроградская Мадонна». Художник изначально изучал иконопись, и вот вы видите даже цвет, форма, все это идет от иконописного мастерства. Здесь изображена молодая работница, очень такое трудное время, голодное время, да, 1918 год, гражданская война. Но тем не менее картина спокойна. Здесь опять же тема любви матери, ребенка, вот такая созерцательная тема, которая использована в иконописи. И противопоставление вот этого спокойствия, величественности этой женщины и вот той толпы, той очереди, которая находится внизу. Ну, можно дальше. Конечно, вам известен вот этот шедевр, этот плакат «Родина-мать зовет». Он тоже имеет очень интересную историю. Ираклий Моисеевич Таидзе, грузин по национальности, изобразил здесь свою супругу Тамару. Когда она узнала, что началась война, она прибежала и со свойственной грузинам мимикой и страстью она сообщила супругу, который в это время работал над иллюстрациями в виде тигровой шкуре, началась война, и он сказал ей: «Замри». И стал рисовать ее и создал вот эту вот литографию. На следующий же день литография была готова и стала, собственно, маленьким шедевром. Это из воспоминаний сына. Везде миллионными тиражами, вы знаете, печатались эти плакаты. И даже в небольших размерах. И когда русские наши войска отступали, то срывали вот эти плакаты, и всех мам, как они говорили, уносили с собой, не оставляя врагу. Так, можно следующий. Скульптурная известная композиция в Волгограде. Вы знаете, центром ее является огромная скульптура Родины Матери. 85 метров. Она создавалась в течение 8 лет, с 1959 по 1967 год. В то время это была самая высокая скульптура в мире. Высота меча 33 метра, высота самой скульптуры 52 метра, всего 85 метров. Ну, считается, что здесь сыграло большую роль искусство античной скульптуры, Скопоса, известная его Вакханка, также Никоса фракийская скульптура Марсельезы. На сегодняшний день эта скульптура занимает 11-е в мире место по высоте после скульптуры Будды, ну и чуть повыше ее статуя свободы, которая находится в Нью-Йорке. Вот, очень такая динамичная композиция.
Когда учителя спросили, почему у Родины Матери открыт рот, он сказал, что она призывает всех своих детей сражаться за Родину. Вообще это целый триптих. Это средняя часть триптиха, а первая часть находится на Урале, в городе Магнитогорске. То есть то, как поднимает меч, как куются эти мечи. Второй, это вот непосредственно, вы знаете, что Сталинградская битва – это переломный момент в Великой Отечественной войне. Да, и последняя часть этого триптиха, скульптура в Берлине, в Трептев-парке, вот русского воина Алеши уже с ребенком на руках. Так, давайте, можно следующую. И теперь мы с вами перейдем к удмуртской живописи. Художник Ходырев, это 55-й год, известный очень художник, автор вот таких вот маленьких бытовых сценок. Здесь, конечно, у нас ни Мадонна, нет вот той, может быть, возвышенности, но тем не менее для 50-х годов это очень свойственно. Это так называемое искусство заслуженного отдыха. Вспомним картину Решетникова «Опять двойка». Да? То есть вот такой вот, казалось бы, обыденный сюжет. Мама занята своими делами, и двое детей, дочка и маленький сыночек пытаются помочь ей в своих повседневных делах. Можно следующую работу. Прославленная мать удмуртка Алексея Павловича Холмогорова. Алексей Павлович Холмогоров, народный художник Удмуртии. И можно сказать, вот именно благодаря этой работе художник прославился. Именно она участвовала во многих российских выставках, в том числе в Большой Волге. Она была написана в 1959 году. Интересна очень ее история, когда художник поехал вместе со своими студентами в деревню Буражики, которая находится на юге Удмуртии. Случайно попал под дождь, стал под навесом, под крышей и увидел в окне вот такое милое лицо юной девушки, удмуртки с младенцем на руках. Он непременно захотел ее написать. Работа шла в несколько сеансов. В течение где-то 2 недель он приходил к этой девушке, писал ее, иногда она заменяла ребенка куклой. Потом, когда практика закончилась со студентами, он даже приезжал в эту деревню для того, чтобы дописать. Но тем не менее, действительно получился вот такой вот маленький шедевр. Когда мы однажды в одной из соцсетей выставили ее, то были такие дебаты, они длились в течение нескольких дней. Там люди, которые объявились, которые помнят эту женщину, являются ее родственниками. То есть мы даже вот такого не ожидали. И как раз у нас в этом году был юбилей художника и была его персональная выставка. Можно следующую. Еще одна работа называется «Матери». Тоже принадлежит она Алексею Павловичу Холмогорову, тоже вот имеет такой, в общем-то, философский смысл преемственности поколений. Можно следующую работу. Это художник Тагиров, график, тоже наш известный, литография, гравюра на камне. Работа выполнена в 1969 году, то есть уже образ графики, вот образ такой советской семьи. В то время, конец 60-х, 70-е годы, это так называемый суровый стиль, индустриальная тема, тема заводов, одновременно крестьянская тема и вот тема семьи на фоне, в общем-то, заводской такой семьи, рабочей семьи здесь представлена. Так, можно следующую работу. Семен Николаевич Виноградов, наш народный художник Удмуртии, исследователь удмуртского костюма. Его тоже на будущий год будет его юбилей, 75-летие. Вот одна из его работ, называется она «Табани». Табани — это, вы знаете, лепешки из кислого теста, то есть вся семья в сборе. Как известно, что в удмуртских семьях 1 ребенок — это еще не ребенок, 2 ребенка — это только пол ребенка, и 3 ребенка — это и есть настоящий ребенок, что семьи всегда были большими, дети начинали помогать своим родителям с измольства, с 5 лет, и вот как раз мы здесь все это можем наблюдать. Так, можно следующую работу. Петр Садофьевич Семенов, это тоже одна из его классических работ, называется 1920-е, то есть вот
идет гражданская война, тяжелые времена, да, но тем не менее это не лишает радости эту семью, хотя в башне практически все это происходит где-то, да, но все равно тема материнства, она здесь является тоже главной, очень важной. Давайте следующую. Георгий Репин, тоже наш известный удмуртский художник. Называется работа «Советский праздник». В традициях передвижничества выполнена такой вот классической реалистической живописи. На фоне, вот вы видите, Удмуртского пруда, нашего Ижевского завода, то есть мы узнаем даже это место, и опять же рабочая семья здесь представлена. Ну, следующую работу. Это Петр Васильевич Ёлкин, народный наш тоже художник Удмуртии. Это такой собирательный образ матери, материнские думы, хотя называется «Картина к вечеру». Бабушка такая вспоминает своих детей, своих сыновей, ждет их, вспоминает свое прошлое. Вот такая, может быть, философская тоже работа. Так, и следующая. И последняя работа. Это работа Вячеслава Михайлова, называется она «Родительский дом». Очень такая своеобразная, интересная. Здесь себя художник изображает два раза. Он представляет себя взрослым, с одной стороны, он сидит у печи, держит вербу, и с другой стороны он вспоминает свое детство. То есть вторая часть картины, она это воспоминание. Это картина воспоминаний, он вспоминает теплоту маминых рук, вспоминает запах ее перепечи, табаней. Вот она здесь приходит, принесла воду, и открытая дверь, это дверь в новый мир, это дверь, может быть, в другую, взрослую жизнь. И вот здесь он второй раз здесь представлен вот таким вот маленьким мальчиком. Опять же, интерьер удмуртской избы здесь представлен, любовно выполненный. Вот здесь сотканные ковры, созданные руками матери. Вот, в общем-то, я рассказала о тех картинах. Кстати, картины, которые здесь представлены у удмуртских художников, они все из коллекции нашего музея, Музея изобразительных искусств. Как только с времени крещения появилась наша литература, то образ матери, он везде, он единственное неизменное, что остается и даже на страницах современной литературы, причем изображен он не искаженно. То есть это единственная краска святости, которая остается в современной, самой авангардной литературе. И я решила так, просто выбрать, может быть, какие-то произведения, которые для меня, как для матери, значит тоже много. То есть каким образом в русской литературе в трудные минуты я обращаюсь в то, что меня поддерживает. Но вот мне очень нравится обращаться, нравится и не нравится, но я обращаюсь к этому. Почему-то для меня остался один из самых важных образов. Это образ равноапостольной княгини Ольги. Он один из первых житийных, может быть, даже самый первый житийный образ. А вообще существует 17 святых жен разного типа святости. И вот когда к ней я обращаюсь, ее опыт как матери, достаточно, наверное, такой трагический, потому что ее сын Святослав, язычник по мировоззрению, как мама не старалась ему передать свои убеждения, он не соглашался, потому что, по его мнению, дружина бы не приняла их, а он совершал победы. И постоянно он отлучался, естественно, с военными компаниями, а Ольга уговаривала его, и она вот говорила ему такие слова: «Идущий за чужим теряет свое, ты идешь за чужим, на кого же ты свое оставляешь?» И надо сказать, ее предупреждение было пророческим. И уже после смерти Ольги ей удалось уговорить подождать, когда произойдет ее кончина, и он все-таки был послушным сыном.
Он похоронил ее, как она ему завещала, по православному обряду, но когда она скончалась, он воевал, и печенежский князь отрубил ему голову, сделал из нее чашу. Он был храбрый, олицетворение храбрости, знаменитая история фразы «иду на вы», он вероломно никогда не нападал и предупреждал неприятеля. И, значит, вот из этой головной чаши он пил, и известно, что даже начертал слова: вот идущий за чужим теряет свое. Буквально пророческую фразу, которую сказала ему мать когда-то, он знать не мог. Это какое-то мистическое чудо. И вот представьте, в наших ситуациях, когда дети не понимают, бывает, особенно в подростковом возрасте, я всегда обращаюсь к Ольге и думаю, каково было ей, этой мудрой женщине, она олицетворение мудрости, которая удивила даже царя греческого Цимисхера. И она не могла быть понятой сыном, но зато она была счастливой бабушкой. И только вот Владимир стал таким великим равноапостольным Владимиром, который принял это святое крещение, и через него, именно через бабушку, к нему передалась вот эта вера. Это удивительно, да, через поколение. А вот к ней я люблю обращаться в своих каких-то вот проблемах, когда меня, значит, вот, дети не понимают. И дальше вот образ удивительный тоже, он более, наверное, как раз много даст многодетным матерям. Это образ Юлиании Муромской или Лазаревской, по-разному ее называют, в зависимости от села, где она родилась, Мурома, где жила. С Ильиной называют по фамилии мужа и так далее. Вот у нее было 10 детей. Они 7 умерли в детстве. То есть она потеряла и сыновей, и дочерей. По одним сведениям житийным у нее осталась дочь Евдокия, которая приняла монашество. И, кстати, это удивительное вот ее житие, которое пишет, единственное, может быть, в своем роде, которое пишет ее сын, которого звали Дружина, а как старшего, по-моему, старший сын звали Георгием. Вот он пишет житие этой такой святой мирянки матери, которая сама погибала от голода, но вот кормила всех нуждающихся. Житие удивительную такую фразу передает: «Ни едино нищее не отпустит чад». То есть ни одного нищего, голодающего она без помощи не отпускала, то есть что-то вот ему давала. Удивительное качество в своем горе обращаться, в своем горе не видеть своего и быть таким светочем для всех людей. Причем она в XVI веке отпустила всех своих слуг. И, значит, организовала там выпекание хлебов, причем те, кто вкушал этот хлеб, говорили, он был смешан с лебедой из самой такой грубой муки, и все те, кто вот имел возможность дети богатых вельмож или богатых людей вкушать другой, более такой, белый, что ли, хлеб, говорили, что ее хлеб не сравнится, он какой-то особый, он святой. И пробовали, убеждались вот в святости вот этого хлеба. И в каких-то совершенно уже таких испытаниях, может быть, даже и в особых, я обращаюсь к житию одной нашей всем известной семьи, это к царственным страстотерпцам, это к святому Николаю, к Александре Феодоровне, имеющей 5 детей, вот больного царевича Алексея и 4 дочек. Вот поэтому когда-то какие-то совершенно непонятные, непонимаемые, непостигаемые разумом испытания, вот обращаюсь к этой семье. Удивительной, и она учит, вот действительно учит
жизни в семье, любви в семье, потому что семья как единая свеча горела, и каждый разделял убеждения друг друга, их взаимопомощь, взаимовыручка, их это восхождение на Голгофу, конечно, является всем нам примером. Тем более говорят, что настоящая семья начинается с 5 детей. Детей здесь как раз семья, мать и отец образуют вот эту семью. Ну и вот в русской литературе, как в изобразительном искусстве, можно увидеть два передающихся архетипа. Это образ Богородицы, Богородичной, мать имеет богородичную святость, это везде прослеживается, и архетип Родины. То есть, но Родина тоже, соответственно, соединяется с Богородицей. Родина — это все родное, это Святая Русь. Поэтому любить Родину в России — это не просто свой народ и свою нацию, а это любить святость. Это нечто особое, может быть, даже и невозможно это перевести и объяснить вот на любом другом языке, как это соединилось. Отсюда такое понятие «Россия вечная» — это вот то, что родное, как святое, как сакральное и непостижимое. Тот, кто любит, невозможно представить себе и принять человека, кто Родину не любит. Это уже как бы не нечто совершенно для нас непостижимое. Ну и очень я люблю такое произведение у русского классика Сергея Тимофеевича Аксакова, у которого было, кстати, множество детей. Тоже, по-моему, по одним источникам 10, по другим 14. Он был великим отцом, да, и его дети были знаменитыми деятелями России. Это Константин Аксаков и Иван, знаменитые славянофилы. И даже такая поговорка у нас возникла: быть честным, как Иван Аксаков. Ивана Аксакова выдвигали болгары на болгарский престол, ну, за его заступничество за болгар, и одна из улиц Софии носит вот имя Ивана Аксакова. Ну, а мать вот, в своем произведении «Семейная хроника» он передал свои семейные традиции. Надо сказать, особенно вот, к дому, к Аксаковскому, был привязан Константин. Когда умер его отец, он, по-моему, только на несколько месяцев смог пережить. И даже, по-моему, старался никуда не уезжать из дома. Вот там, в этом произведении «Семейная хроника», есть удивительный образ Софии, такой образованной женщины, такой мелкопоместной дворянки, но ее черты совершенно совпадают, ее поведение совпадает с богородичным поведением. Рассказывается о том, как она буквально выходила сына, которому говорили, что его нужно положить по обычаю перед иконами, головой перед иконами, потому что он не подавал никакой надежды к жизни. И она вот каким-то своим материнским усилием, молитвой, потому что вот это еще один образ, который передается всегда и везде, что мать поднимает своего ребенка молитвой. Молитвой я поднимался. И вот она его возила, чтобы он дышал свежим воздухом, семья бедствовала. На последние деньги она каким-то образом, они жили в Уфе, это уфимское наместничество близко к нам. Связи были в 19 веке сложнее, чем сейчас. Она умудрялась доставать французский хлеб и вот это рейнское белое вино, чтобы, ну, такой символический, что ли, акт причащения, да, вот она его возя на свежем воздухе, только прогулка, только дорога и только молитва его подняла. И действительно, он вспоминает, у него образ матери наложился на образ Аранты Богородичной. То есть он ее помнит, что она чуть ли не руки воздевала к небу и вымаливала этого сына Бога. Вот. Ну и, конечно, вот особенно в наши времена, такие полувоенные или еще какие-то, да, такие жестокие, особенно, может быть, имеет особенную роль образ матери у Некрасова. Никто так не возвеличивал в русской поэзии, как Некрасов. Это «Рыцарь на час»,
именно он, вот такое выражение удивительное есть у него в этой поэме, «Три волнения мирского далекая с неземным выражением в глазах». Вот мать с неземным выражением в глазах – это просто такой богородичный образ. И он перед ней исповедуется. Это он о ней как раз говорит, что она поднимала его не раз в самых сложных обстоятельствах молитвой. Ну и, может быть, после вот Некрасова в русской литературе с такой, ну что ли, проникновенностью, вот эту стихию русской любви к материнскому образу передал Сергей Есенин. В таком, ну, особом, конечно, стихотворении, выражающем уже следы грядущей богоборческой эпохи, «Письмо к матери» знаменитое, но он ведь выразил вот эту его тоску, эту вину сына перед матерью. И вот, если брать современную литературу, удивительно, я так случайно, хотя не любитель чтения современной литературы, но так вот заглянула в роман Прилепина «Санька», и вот увидела, что вот этот образ матери, какие бы мысли не испытывал сын, куда бы он ни метался, но он как бы остается в неприкосновенности, действительно, как последний остров спасения, как надежда на спасение. Вот, наверное, вот это то, к чему я обращаюсь, и то, о чем мне хотелось бы вам сказать. В общем-то, то, о чем мы сегодня говорили, воплощено в книгах, которые представлены на данной выставке. Я очень коротко сделаю обзор этих книг. Первый раздел открывает нашу выставку, называется он «Прошу вас, берегите матерей». Издание раздела познакомит с основами защиты прав матери и ребенка. В нем представлены прежде всего главные правовые документы, которые фиксируют права матери и ребенка. Это Конституция и Семейный кодекс. Ориентиром в системе гарантий прав может служить азбука прав трудящихся женщин и гендерного равенства. В ней в алфавитном порядке даются основные понятия политические, социальные, экономические, которые помогут разобраться в теме пособия. В России достаточно широко развита система социальных пособий. Информацию о них можно получить из ряда сборников, среди которых книга «Социальные гарантии и льготы». Для каждой матери важно знать не только свои права, но и права своего ребенка. И здесь вы также можете найти несколько книг, которые посвящены данной теме. Среди них книга Куликовой «Защита прав ребенка». Заслуживает внимания исследования, фундаментальные исследования Института государства и права Российской академии наук «Защита прав ребенка в современной России». На выставке также представлен опыт работы муниципальных учреждений Ижевска в данной области. Материнская любовь – это вечная тема в искусстве, и второй раздел, наверное, частично нам это призван показать. Прекрасная мать с ребенком на руках. Именно выбрали мы те иллюстрации сегодня, которые иллюстрируют данное название подраздела. Начинается наш раздел с книг каталога древнерусской живописи, это двухтомное издание, и два очень серьезных академических исследования, которые очень хорошо проиллюстрированы. Это исследования Лазарева и Алпатова. Одухотворенные лики представлены с особой выразительностью в работах Андрея Углева. В книге «Дионисий» мы можем увидеть одни из самых красивых фресок, на которых изображена Богоматерь с младенцем. Эти фрески находятся в Кунтовом монастыре. Очень интересно
для чтения, для, скажем, и для взгляда. Здесь очень много иллюстраций, исследований, посвященных Иоанну Греку. Образцом современного полиграфического искусства является книга, которая называется «Тверская икона», она на немецком языке. На наш взгляд, тоже интересно исследование, иллюстрированные исследования направлению википедии, палевскому направлению, эта книга здесь представлена. Интересно тоже искусство строгановских мастеров. Почитание Богоматери объединяет народы Востока и Запада. Здесь как бы идет у нас рубеж. Мы показываем уже византийскую икону и образ Богоматери. Данная книга тоже исследование этиков, идет о том, рассказ, как влияло творчество, скажем, византийских мастеров на русских, на российских. В эпоху Возрождения появляется образ матери, верующее искусство в эпоху Мадонны. И это тоже постараюсь показать на нашей выставке. Прежде всего, это творчество Рафаэля, творчество Леонардо да Винчи. Здесь представлены две книги, и эти творчества можно разглядеть, почитать о нем в очень современном, очень красочном альбоме, который вышел в серии «Великий музей мира» в Уфице и Египте. Обращаем внимание на, может быть, вам не очень хорошо здесь видно, там можно посмотреть, на картину, на книгу, альбом исторической живописи. Она отпечатана еще в 1891 году. Это самое раннее издание, которое представлено у нас на выставке. Издание хранилось в свое время в Ижевске до революции, до того, как появилась наша библиотека, у нас была образование библиотека 1918 год. Она хранилась в библиотеке Ижевского военного собрания. Здесь вы можете увидеть очень интересную картину, которую создал Рагер ван дер Вейден, нидерландский художник. Он иллюстрирует моменты написания святым евангелистом Лукой образа Богоматери. Считается, есть предание о том, что именно первый прижизненный образ Богоматери был создан евангелистом Лукой. Вот художник изображает образом этот момент. А единство матери и ребенка создает картины художники всех времен. Завораживает взгляд репродукции картин, помещенных в книге Венецианов и его школы. Нельзя без волнения смотреть на портрет матери в книге Александра Дейнека. Уникальным явлением в русском искусстве является творчество братьев Ткачевых. Их творчество мы также представляем. Одна из книг хорошо иллюстрирует его картины, посвященные матери. Именно те картины, где мать лежит в одной руках. Внесли в эту несекаемую тему свой вклад и художники Удмуртии. Петр Волков, Семен Виноградов, Алексей Павлович Холмогоров. Ну и последний раздел выставки «Слово – это древнее святое» составляют поэтические и прозаические произведения о матери. Ярко и проникновенно звучат строки благодарности матери в поэтическом сборнике «Мать». Здесь включены произведения классиков, поэтов, таких как Некрасов, Есенин, Ахматова, Пронина.
Увековечен образ матери в таких произведениях писателей, как Валентин Распутин и Горький. Интересна книга «Вся гордость мира от матерей». Здесь представлены небольшие отрывочки из рассказов русских писателей о матери. Из современных книг, посвященных матери, мы показываем книгу Дмитриевской и Людмилы Петрушевской. Конечно же, в этом ряду можно поставить и книги Дилы Рубиной «На солнечной стороне улицы» и Елены Катишоны «Жили-были старик со старухой». Очень проникновенно звучат строки, посвященные матери в тех книгах, которые рассказывают о войне, Великой Отечественной войне. И здесь целый ряд книг мы решили показать. Это Сергей Малашкин, Сергей Борусин, Александр Шевелев. Особое внимание хочется уделить рассказу Ивана Левстренко «Арина, мать солдатская», который помещен в книге «Заря вечерняя». Здесь у нас сроки поставлены. Здесь это рассказ как бы отклик на произведение Николая Некрасова. И идет рассказ о том, как старая женщина потеряла своих 3 сыновей во время войны, и она на старости лет идет искать могилы своих погибших сыновей. Мамы воспевают на всех языках мира, на многих языках нашей России. И здесь вы тоже можете найти целый ряд произведений, таких как, скажем, «Край России», Бурятии, Татарстана. Особенное место в этом ряду занимает произведение Чингиза Айтматова «Материнская буря» и Рашума Ганзатова «Любитель матерей». Ну и небольшой, скажем, несколько такой островочек мы выделили для произведений о матери, произведений, которые созданы иностранными авторами. И наиболее значительным произведением, по мнению критиков, является произведение Алена Боске «Русская мать». Этот роман удостоен гран-при Французской академии. Очень проникновенный, строгая матери и трогает душу. Все эти книги, которые представлены здесь, мы можем порекомендовать вам почитать. Стены функциональной библиотеки, которая, к сожалению, раскидана пока по нескольким зданиям, но тем не менее приглядных их нет. Можете обращаться по нашим телефонам, мы всегда нужно вам книгу.